снега достаточно много. Подготовка к паводку в семье Хариуллиных стала традицией. С приходом весны их участки во власти талой воды. Доходил даже до вызова спасателей. Наших детей прямо вот так вода была, они вынесли. Вот когда мы начинали строительство, учли то, что возможно будет подтопление. И вот грунт, вот первый этаж, у меня поднят примерно на 1,5 метра. Шамиль Аминов учился на ошибках родственников. Во время строительства дома поднял фундамент. Помогло. В предыдущие годы вода не нанесла большого ущерба. Высота снежного покрова в Казани достигает 68 сантиметров, но местами эта отметка еще выше. Например, около дамбы в поселке Салмыче. Уже через месяц, по словам местных жителей, все талые воды соберутся именно здесь. И, на первый взгляд, безобидная речка Нокса превратится в настоящий бурлящий поток. Снега этой зимой почти на четверть больше, чем в предыдущие годы. Значит, и паводок будет интенсивнее, рассказали в мэрии. Большая вода в столицу придет в начале апреля. Нокса, Казанка, Киндерка, Сухая река и Вертлевка. Все они потенциально несут угрозу. Для борьбы с наводнением 150 аварийных бригад, 137 единиц спецтехники. Но готовиться к худшему спасатели призывают и самих жителей частного сектора. Во-первых, подготовить продовольствие. Во-вторых, прокопать около дома канавы для отвода талых вод. Подготовить резиновые лодки, хотя если такая возможность есть. Городские власти готовятся встретить паводок во всеоружии. Обновлены 3 километра водоотводных канав. Проверена работа насосов и ливневок. В случае, если все-таки придется эвакуировать жителей затопленных территорий, власти подготовили 12 пунктов временного размещения. Единственное, что отличает предыдущие года, огромное количество снега, который еще не остановился. Поэтому я прошу совместно с управлением гражданской защиты во всеоружии встретить. Снега действительно очень-очень много. В каждом районе города определены мобильные группы. Казанцам, проживающим в частных домах возле рек, рекомендуется застраховать имущество. Завтра с населением начнутся профилактические беседы. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.